Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». В семье Нигматуллиных не 5, не 10 и не 20 человек, а целых 280. Они одна из самых больших династий республики. И если бы не Госархив, может, об этом и не знали бы. Обратились в Национальный архив, и там нашли информацию 14-е поколение своей династии, дедушку Акылыч. Архивный фонд республики один из богатейших в стране. Об этом уже на итоговой коллегии. За 3 года архив вырос больше, чем на 600 тысяч документов. На сегодняшний день оцифровано 5,5% от общего количества дел фонда. Нужно наращивать объем оцифрованных материалов и довести этот показатель до 20%. Пока Госархив еще приводит их в порядок. Треть документов хранится в районах, и не везде они в надлежащем виде. По приему управленческой документации план не выполнили 6 архивов. По упорядочению документов 9 архивов. По проверке наличия документов 4. По приему аудиовизуальных документов 9 архивов. Однако именно видео и звук лучше воспринимаются людьми, поэтому с их помощью к столетию ТССР Госархив и Татармультфильм сделали подарок детям. Каждый месяц выходит новая серия мультика об истории Республики Татарстан, о ее древней истории, о средней, о новейшей, современной. Отдельное внимание к советскому периоду. Сегодня в архиве тысячи фотографий, где запечатлены люди той поры. Здесь нет ни одной цветной фотографии. Все это крупицы истории. То, чем республика жила эти 100 лет. Вот даже школьники собирают урожай, чтобы на столах был хлеб. А вот работницы завода делают по 2 нормы, чтобы процветала авиация. Госархив сегодня – это информация почти на всех известных носителях. Опыт работы изучат и другие страны. В этом году в Казани пройдет заседание Совета Росархива с участием китайской делегации. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.